Каждый раз, отправляясь за границу или возвращаясь домой из командировки или туристической поездки, мы думаем только о том, чтобы как можно скорее и безопаснее преодолеть тысячи километров и добраться до места назначения в целости и сохранности. Каждый, кто хотя бы раз поднимался на трап самолета, ощущает это волнение от предстоящего полета. Волнение от взлета и до посадки. Каждый думает о своем ангеле-хранителе. Каждый представляет его по-своему. Но у этих хранителей человеческих жизней абсолютно земная профессия. На сегодняшний день государственное предприятие «Кыргыз Аэронавигация» является основой национальной аэронавигационной системы, обеспечивающей безопасность полетов при движении в воздушном пространстве Кыргызской Республики в соответствии с рекомендациями и стандартами ИКАО. История Кыргыз Аэронавигации началась в 1997 году, когда постановлением правительства государственное предприятие «Кыргызстан-Аба-Жолдору» было разделено на две самостоятельных структуры – аэропорт Манас и Кыргыз Аэронавигация. Наша деятельность основывается на трех основных направлениях. Это диспетчерское обслуживание, это метеорологическое обеспечение полетов и радиотехническое обеспечение полетов. 25 лет на страже неба. Нет, речь не идет о войсках противовоздушной обороны, а о тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность гражданских судов. Взлет или посадка невозможно без этих специалистов. Днем и ночью они следят за направлением ветра, видимостью вокруг аэродромов и другими факторами, от которых зависит безопасность самолетов, а значит и жизнь пассажиров. Основная работа диспетчера заключается в том, чтобы встречные воздушные суда расходились на разных эшелонах с разными направлениями, и его задача обеспечить безопасные интервалы. Работа подразумевает стрессовые ситуации, притом довольно серьезные бывают, но нужно сохранять холодную голову, принимать трезвое, грамотное решение, чтобы не подвергать опасности всех людей, которые находятся в самолетах, которыми ты управляешь. Wind 170 degrees, 2 meters per second, clear to land for runway 26. Это пункт старт руления. Начало работы, получается, и мое, и борта. Кто запускает? Воздушное судно запускает от начала запуска до предварительного исполнительного старта и до взлета. Движение 1 старт. Ежедневно в воздушное пространство Кыргызстана влетают сотни самолетов, а это тысячи пассажиров. И это не только кыргызские перевозчики. Компании практически из всех стран мира пользуются услугами наших воздушных контролеров. Заступая на смену, каждый из диспетчеров берет на себя ответственность не только за сохранность судов, но и за жизни десятков тысяч пассажиров. В моей практике был случай, когда взлетел самолет Ил-76, у которого из-за обледенения трубок ПВД не показывали значение скорости и высоты. И в этом случае диспетчер, используя свой локатор, давал экипажу информацию с индикатора, благодаря которой экипаж смог благополучно произвести посадку, вернувшись назад на наш аэродром. После таких случаев действительно каждый себя чувствовал человеком, который выполнил очень важную и очень нужную работу. Для обеспечения безопасности их полетов установлены 3 локатора. В аэропортах Исыкуль в селе Тамчи, в столичном Манасе и в воздушной гавани города Ош. Данные, полученные с этих станций, попадают в единый центр, откуда диспетчеры в реальном времени могут отслеживать и координировать передвижение судов. В нашей работе основой производственной деятельности предприятия является служба радиотехнического обеспечения полетов, и от правильной организации эксплуатации и обслуживания радиотехнических систем и оборудований напрямую зависит безопасность полетов.
Радиоинженеры помогают диспетчеру выполнять полеты безопаснее, когда случаются разные ситуации, такие как отключение электроэнергии или сбой в оборудовании. Они своевременно выполняют свою работу, чем позволяют диспетчеру также выполнять свою работу более качественно и совершать полеты безопаснее. Наши инженеры должны быть бдительными, чуткими и всегда наперед продумывать свои шаги. Знать технологию работы, также знать наперед перспективы именно в развитии новых цифровых технологий. Ава кыймылынан Ош мемлекеттик Кыргыз аэронавигация ишканасынын райондорунда болгон бүт учактарды өз убагында кондуруп, өз убагында тейлеп, ошолордун баардыгын ошол аэропортко алып келип кондурганга биз дайыма ушундай жооптуу иштерди биз аткарып келебиз. По своей работе мы взаимодействуем на севере и на востоке с Бишкекским центром МВД, на западе с Узбекистаном, на юге и на юго-западе с Таджикистаном. Сегодня эта работа отточена до автоматизма. Однако для этого потребовались серьезные технические нововведения. 25 лет – большой срок не только для человека. За эти годы техника изменилась практически полностью. Современные разработки, прорывы в производстве компьютерной и специальной техники требуют постоянного совершенствования. В этой связи Кыргыз Аэронавигация регулярно проводит обновление оборудования. Наше предприятие, конечно, уделяет очень много внимания, средств для обеспечения именно новейшей техникой, чтобы у нас ресурсы были продлены и обеспечили бесперебойную работу оборудования. В ближайших планах нашей службы и в общем предприятия это развитие именно в радиотехническом обеспечении полетов. Так как мы являемся одной из основных служб, то мы идем в ногу со временем и добиваемся большого скачка именно в цифровых технологиях в области гражданской авиации. Мы постоянно живем в эпоху перемен. Вокруг нас очень сильные игроки. И конкурировать на этом рынке надо быть на острие всех технологий и всех достижений науки и техники. Одной из важнейших функций Кыргыз Аэронавигации является контроль за погодными условиями в аэропортах. Эту задачу выполняет авиационно-метеорологический центр. Причем прогнозисты оценивают не только климатические условия в окрестностях взлетно-посадочной полосы, но и готовят информацию для пилотов об изменениях погоды по всему маршруту следования экипажей. Как вы знаете, уже наступает осенне-зимний период, и это значит, что у нас в дальнейшем погода в аэропорту Манас может ухудшаться. И при производстве полетов, при наличии опасных метеоявлений, пилот докладывает об этом нам, а мы тем временем всю эту информацию передаем метеослужбе, чтобы они в дальнейшем могли точнее составить прогноз, потому что прогноз, как вы знаете, отражается на безопасности полетов. У нас работа чем интересна? Она каждый день другая. Погода каждый день другая, поэтому и в сложных метеорологических условиях и хороших условиях, особенно в сложных метеорологических условиях, тут надо проявлять терпение, выдержку, оперативность, чтобы все это вовремя предсказать, выпустить качественный прогноз, выпустить штормпредупреждение по аэродрому на опасное явление погоды. То есть тут надо оперативно работать. Ежегодно обновляется не только техническая часть аэронавигации, но и готовятся высококлассные специалисты. В учебно-тренировочном центре проводят подготовку и переподготовку персонала по стандартам и рекомендациям ИКАО. В год здесь проводятся десятки курсов по различным специальностям. Мы находимся в тренажерном центре Ошского центра ОВД. Здесь наши специалисты, то есть диспетчера ОВД, занимаются отработкой навыков по аварийным ситуациям, которые задает инструктор. Это может быть и пожар на борту, отказ оборудования, то есть любая такая нестандартная ситуация, где диспетчер должен уметь отработать и помочь экипажу в особых случаях. Мы всю жизнь сдаем зачеты. Всю жизнь. Осенне-зимняя навигация, весенне-летняя навигация, подтверждение класса, повышение класса.
Обучение в этом предприятии, оно, наверное, уделяется по деньгам и по затратам не меньше, чем на модернизацию и поддерживание там эксплуатационных характеристик нашего оборудования. Мы с вами сидим, а сейчас часть диспетчеров учится. Сейчас, вот в сегодняшний момент. И они учатся не здесь, у нас есть УТЦ, учатся за рубежом. Потому что нам надо, чтобы диспетчера соответствовали международному уровню, чтобы все говорили в воздушном пространстве на одном языке. Поэтому обучение это ключевой фактор. Начинается все с обучения, начинается все с английского языка, начинается со здоровья, начинается с профессиональных навыков. И всю свою жизнь ты будешь постоянно учиться, постоянно учиться. Кыргыз-Аэронавигация следит не только за безопасностью полетов и знаниями экипажей, но и контролирует состояние здоровья авиаторов. За самочувствие экипажей отвечает медсанчасть предприятия. За 25 лет здесь удалось собрать крепкий и сплоченный коллектив, который сегодня не просто поддерживает на плаву предприятие, но и обеспечивает его ежегодный профессиональный рост и доход. Те, кто был в авиации, мы романтики, понимаете, мы пришли в эту сферу все навеяны каким-то романтизмом. Это через книги, через фильмы. И мы всегда как бы очень бережно относились к таким авиационным традициям. Это вот что в нас закладывали наши ветераны, наши аксакалы в авиации. И когда у многих спросишь, они, как правило, работают очень долго в авиации, потому что очень трудно расстаться. Это такая как бы романтика на всю жизнь. Моя учительница, еще когда я в школе учился, говорила мне: Олег, отвлекись, хватит в окошко смотреть, тебе надо учиться, за это деньги тебе платить никто не будет. Я как-то ей звонил, она мне, слава богу, живая. Я говорю: Ремия Трофановна, я вот в окошко весь день смотрю, и ночью, днем, и мне за это деньги платят. Она посмеялась, соответственно. Вот так. После того, как прошло довольно прилично лет, я понял, что без моей профессии я не могу уже существовать. То есть это моя жизнь, составляющая моей жизни. Мы иногда, бывает, не здороваемся с утра. То есть, и это считается нормально, потому что по факту, если я посчитаю времени, сколько я с женой живу дома, получается, я с ней вместе в сутки меньше времени провожу, чем на работе. И здесь личная жизнь, она такое понятие растяжимое. То есть личная жизнь заключается на работе. То есть можно не поздороваться и народ не обидеться, потому что мы с ним, у нас был перерыв всего лишь 6 часов. А с женой надо здороваться, понимаете? Вот в личной жизни она здесь. Когда человек выбирает эту профессию, он должен понять, что это очень ответственная работа. Прежде всего должна быть любовь к авиации. Многие семьи даже работают в авиации. Это у нас очень, так сказать, распространено. Есть как бы такое выражение «семейный подряд». Что такое? Значит, жена работает в авиации, муж работает в авиации, еще и дети работают в авиации. Вот. Такое бывает. Потому что вот эта любовь такая, да, вот к авиации, она сопровождает всю жизнь. Нам как-то легче с семьей жить, потому что у меня и муж работает здесь. То есть мы и познакомились здесь, на этой работе, поженились, и так уже наша семья всю жизнь связана с авиацией. За эти годы из убыточного в начале пути предприятия Кыргыз-Аэронавигация превратилась в высокодоходное, благодаря чему сегодня растет не только техническая база предприятия, но и отчисления в бюджет страны. И останавливаться на достигнутом здесь не намерены. Впереди новые высоты, новые достижения. Бесценный, огромнейший вклад в обеспечение безопасности полетов и развитие аэронавигационной системы Кыргызстана несли ветераны и сотрудники всех профессий предприятия «Кыргыз-Аэронавигация». Честь и хвала вам, дорогие коллеги. И в этот знаменательный день искренне поздравляю вас с 25-летним юбилеем предприятия. Всем крепкого здоровья. Безаварийного УВД. Успехов в работе. Всего хорошего, дальнейшее продолжение работы. Спокойствие, чтобы было, в семье было все хорошо. Успехов. Благополучия в семье. Безоблачного неба. Побольше радости. Мира, спокойствия, счастья вам и вашим близким. С праздником, друзья!
юбилеем! Кыргыз Аэронавигация. И пусть количество взлетов равняется количеству посадок.